Ну что, друзья, очередные репрессии со стороны Москвы в сторону одного из главных абхазских оппозиционеров, а именно Атгура Ардзинба, возобновились. И данные репрессии сегодня показывают, какие сегодня должны быть абхазы для Москвы, каких Москва хочет видеть абхаз. И для кого не секрет, что Атгур позиционирует себя как патриот Абхазии и пытается продвигать линию Владислава Ардзинба. Более того, на предвыборной гонке, как все помнят, он набрал 41% голосов. То есть 41% абхазов отдали свои голоса за него. Но Москва попыталась его очернить и ближайшее его окружение. Недавно на ПСОУ он был задержан. Причина – лишение водительского удостоверения. То есть мы видим, Москва открыто поддерживает и продолжает давать поддержку Бадри Гумба. А Бадра Гумба является продолжителем линии Бжании. То есть все больше и больше интеграция сегодня идет в Москву. Гумба участвовал и продолжает участвовать во всех российских проектах по госдаче Пицунда, апартаментов, апарт-отелей, а также российских инвестиций. Здесь все понятно. Если бы не Россия, а также многочисленное число армянского населения и те абхазы, которых сегодня не интересует русификация, Бадра Гумба не находился бы сегодня в данном кресле. Поддержка Гумбы со стороны Москвы – это часть новой политики в Абхазии. В 1990-х годах России был выгоден конфликт в Абхазии, и именно поэтому был поставлен Владислав Ардзинба. Но после многих лет, а также после конфликта в 2008 году, проект «Независимая Абхазия» стал больше не нужен. Пошел новый проект, а именно подготовка присоединения Абхазии к Краснодарскому краю. Здесь, конечно же, цель очевидна. Россия сегодня хочет быстро и безболезненно интегрировать Абхазию полностью в свой состав. И, конечно, ей будет невыгодно видеть лицо или группу лиц, которые каким-либо образом мешают ей в этом плане. И вот она кульминация. Все репрессии, которые сегодня направлены против Атгура, они также направлены против тех 41%, которые проголосовали за Атгура. То есть они сегодня выставляются как антироссийское настроение. Если мы наблюдаем, что происходит с Атгуром и как его сегодня подавляют, значит это подавление идет против всех 41%.